Накануне в Душанбе произошли события, достойные войти в какой-нибудь кинофильм о шпионских страстях. Иностранные адвокаты из России и Турции прибыли в столицу Таджикистана, чтобы побеседовать с арестованными членами объявленной вне закона партии Исламского Возрождения, узнать, как содержатся политзаключенные и правда ли, что задержанные адвокаты Бузургмехар Yorov и Зарифор Рахмани подвергаются избиениям. Однако прибывшие юристы едва сами не оказались в таджикской кутузке, где, очевидно, для них уже готовили местечко. Две женщины-адвоката из Турции и один из России прибыли в Душанбе, желая ознакомиться с условиями содержания арестованных членов Политсовета ПИФТ. Иностранные адвокаты понимают, что не имеют права защищать арестованных оппозиционеров в суде, но если задержанные согласны, могут их навестить и побеседовать об условиях содержания. Однако сразу же после их приезда начались аресты. После встречи с ними был арестован один из юристов, брат Бузургмехара Yorova, который взялся его защищать. Он был задержан без ордера, его просто пригласили на беседу, с которой он уже не вернулся. После этого адвокаты встретились с Хасият Yorovой, сестрой Yorova, которая тоже была немедленно арестована после встречи. Таджикская сторона пыталась отобрать у нас паспорта. Они изъяли наши сотовые телефоны. Когда мы спросили о причинах, они промолчали, но мы поняли, что они представляют Комитет национальной безопасности. Они пригласили нас в свои машины, но мы и от этого отказались. Мы заявили, что имеем иностранное гражданство. Тогда они продержали нас 12 часов в аэропорту под наблюдением без сотовых телефонов и паспортов. Только благодаря президенту Эрдогану и правительству Турции, которые узнали о нашем задержании, нас отпустили. Мы призываем мировое сообщество обратить внимание на происходящее в Таджикистане. В этой стране арестованы представители абсолютно официальной партии. Дагир Хасалов, российский адвокат, был сразу же приглашен в Генпрокуратуру Таджикистана, где ему в ультимативной форме запретили посещать заключенных и встречаться с их родственниками. В это время туда же доставили турецких юристов, которых задержали уже на несколько часов. В ответ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опубликовал в Твиттере сообщение, что власти Анкары внимательно следят за ходом этого дела. После этого юристов отпустили, негласно посоветовав уехать из страны. Я прошел все контроли. Вы понимаете, международный рейс, соответственно, таможенный контроль. Там требуется, как он называется, миграционная карта была заполнена. И, соответственно, его изъяли, спросили, где был, какая цель. После всего, когда я прошел, и второй, все, уже ожидали самолета, народ выстроился, был огромный самолет, я даже не знаю, это Boeing 747, какой-то огромный самолет, полно людей, и из вот толпы всей, там были и русские, в основном, конечно, таджики, целевым прибежал практически ко мне офицер, насколько я понял, таможенной службы, не спрашивая ничего, говорит, можно ваш паспорт? Я сказал, зачем? Ну, да, пожалуйста. Я говорю, как же его держу, у меня талон. То есть, вы понимаете, да, паспортный контроль я уже прошел. Оказывается, в этот момент, уже я узнал только об этом вчера, в Шератон-отель приехали представители спецслужб, 20 человек. Мне сообщили вчера коллеги, соответственно, искали нас. Их нашли, меня там не было. Параллельно поступил в аэропорт звонок, это было, я набрал их, я говорю, у меня паспорт забрали, он ушел туда куда-то в непонятном направлении. Я сразу их поставил в известность, сказал, вот такая ситуация, я не знаю, чем это разрешится, тем не менее, я задержан, у меня изъяли паспорт, соответственно, я никуда уехать не могу. Громкий резонанс дела, возмущение первых лиц Турции, скандальное освобождение и практически депортация из страны иностранных юристов. К чему может привести подобное поведение Душанбе в отношениях с Анкарой и Москвой? Почему настолько грубо отнеслись к приехавшим адвокатам? И неужели Душанбе отступать уже некуда, рассуждал общественный деятель и эксперт Мухаммед Саляхиддин. То, что с ними произошло, это показатель серьезного недуга в правовой и властной системе Таджикистана. И такой недуг характерен для режимов с диктаторской и авторитарной системой. Но хочу отметить, что